Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выпустили из колонии. Он был приговорен к 11 годам по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. 14 февраля судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Атамбаева, сообщает радио Азаттык. В свою очередь Первомайский районный суд Бишкека разрешил Атамбаеву выехать из Кыргызстана на лечение. По словам Султанбекова, за последние годы здоровью 66-летнего Атамбаева был нанесен сильнейший урон, он нуждается в 2 операциях и последующей реабилитации. Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана в 2011-2017 годах. В 2019 с него сняли неприкосновенность, обвинив в коррупции и незаконном обогащении. Чтобы задержать бывшего президента, сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать резиденцию Атамбаева в селе Койташ, его сторонники оказали сопротивление. В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел. Его сторонник Темирлан Султанбеков утверждает, что в итоге бывший президент был оправдан по всем обвинениям. В июне 2020 года суд в Бишкеке признал Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего президента приговорили к 11 годам колонии. Среди более чем 10 фигурантов дела только Атамбаев получил тюремный срок, пишет радио Азаттык. Приговор бывшему президенту несколько раз пытались пересмотреть. В марте 2022 года Верховный суд оставил его в силе, но сейчас это решение отменили, возобновив производство по делу Атамбаева. Также на это отреагировал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В интервью агентству Кабар прокомментировал освобождение экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Если решение принято судом и правоохранительными органами, значит, мы должны подчиниться этому решению. Прежде всего нам нужно научиться жить, подчиняясь законам. Если помните, в прошлом году суд оправдал его по октябрьским событиям, по делу о строительстве школы и незаконной выдаче паспортов иностранным гражданам. Тогда мы также отметили важность подчинения решению суда. Сейчас мы тоже придерживаемся этого, сказал Жапаров. Он отметил, что не желает тюрьмы даже своим врагам. И есть такая поговорка: в тюрьме не должны находиться даже детеныши змеи. И я врагу своему не пожелаю оказаться в тюрьме. Всевышний, обращаясь к пророку Мухаммаду, сказал: «Я всегда на стороне прощающих и терпеливых». Мы также должны уметь прощать. И если мы будем на праведном пути, то все наши дела непременно пойдут в гору, добавил президент Кыргызстана. 14 февраля Алмазбека Атамбаева освободили из колонии, где он содержался с августа 2019 года. На следующий день бывший глава государства вылетел в Дубай в сопровождении сына. Затем Атамбаев планирует полететь в Испанию на лечение.